Жителям Эжвинского района презентовали проект будущего парка Веждина. Напомним, еще к столетию Коми его собирались облагородить. Впрочем, работа затянулась, и вот новый виток. На суд общественности представили вариант благоустройства. Как отмечают в мэрии, к разработке проекта были привлечены ведущие российские архитекторы и дизайнеры. Каким в итоге они увидели место отдыха, одно из первых узнал Евгения Кваткевич. Может быть, они там есть, я не вижу, скамейки. Вот если дети пришли на роликах, допустим, кататься, где-то они же могут переодеться. Обустройство скейт-парка, детской площадки, зон отдыха. Вопросов у жителей Эжвы о будущем парке Веждина немало. Площадь почти 90 тысяч квадратных метров. Эта территория и сейчас излюбленное место отдыха горожан. А потому жители района с особым вниманием относятся к тому, что планируется здесь построить и установить. У нас на территории Эжвинского района как такового купания у нас запрещено органами Роспотребнадзора. Пляж у нас организован, единственный организованный пляж – это в местечке Керуль, выше по течению на реке Влечите. Здесь у нас река для купания не предназначена. Речь о будущей набережной. Ее по проекту собираются обустроить у реки за районной администрацией. Изначально она не планировалась. Однако при проектировании стало понятно, такая зона отдыха тоже нужна. В итоге площадь будущего парка Веждина пришлось увеличить почти в 2 раза. Проект переделали, что и вызвало сдвижение сроков. Обустройство набережной диктует местный ландшафт. Из-за обрывистого берега здесь предусмотрен декоративный деревянный пляж. На нем можно будет и посидеть, и позагорать, и даже позаниматься йогой. А если подняться выше, можно миновать свадебную фотозону и попасть в самый центр, где по замыслу должны расположиться скейт-парк, детская площадка, спортивный центр, амфитеатр и сцена. Она здесь уже, к слову, есть. Именно здесь проходят все торжества в районе. На сегодняшний день, в принципе, у нас достигнута договоренность с нашим крупнейшим предприятием МОДИ СЛПК, соответственно, с руководством города Сыктывкара и с нами, и заключено соглашение. Соглашение заключено пока на 2 года. Значит, это проектирование в этот год и первый этап строительства 22 год. Ну, соответственно, у нас в планах, в принципе, строительство 3 этапа, и в 3 этапа мы хотим уложиться за 3 года. Сохранится здесь и веревочный парк, за который эжвинцы ратуют. На территории высадят саженцы деревьев и цветов. Сорта специально подобраны под северный климат. С помощью биноклей на детской площадке малыши смогут наблюдать за птицами и животными. Забота об экологии – главный принцип проекта. Проект мне очень понравился, потому что, во-первых, он основывается на таких важных элементах, как история этого места и экология, что в современном мире очень важно. И это прям в тренде нынешней повестки. Без внимания не останутся и велосипедисты. Дорожка для них будет протянута по всему парку. Веждина порадует гостей вкусными обедами в кафе, мороженым и горячим кофе. Все здания архитектурной формы будут выполнены в одной стилистике. Дизайн разработан в красно-оранжевом цвете с учетом коми-культуры и истории. Администрация очень включена в проект, то есть они нацелены создать именно очень качественное пространство для жителей в первую очередь. Вот это очень приятно, и работа, мне кажется, идет довольно плодотворно. Сейчас все идет по плану, то есть как мы запланировали, все обговорили с самого начала проекта, когда подписывали контракт с МОНДИ и с администрацией. Пока мы все делаем по плану, мне кажется, вполне вероятно, что все будет так и продолжаться. Первый этап строительства начнется в будущем году. Деньги на него уже имеются, а значит, откладывать благоустройство парка не должны. Окончание работ намечено на 2024 год. И что важно, совместные обсуждения с общественниками Эжвы будут продолжены. Евгения Кваткевич, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.